В эфире телеканала программа «Актуальное интервью». В Госдуме обсуждаются поправки в закон об образовании, касающиеся студентов целевого обучения. В частности, согласно законопроекту, на такое обучение сможет перейти любой студент, вне зависимости от того, на каком курсе он учится. Также студенты обязаны будут возмещать средства, потраченные на их обучение, если они не отработали по окончании вуза 3 года в компании работодателя. О нововведениях в законе, какие преимущества дает целевое обучение и участие выпускников школ в предметных олимпиадах, мы сегодня поговорим с гостем студии, заместителем директора Института государственного и международного права Уральского государственного юридического университета, куратором обучающихся в рамках целевой подготовки в Екатеринбурге Максимом Матвеевым. Максим Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы считаете, поправки, которые планируется ввести в закон о целевом обучении, как отразятся на его эффективности? Ну, во-первых, то, что внимание этому вопросу уделено на законодательном уровне, это вообще плюс, потому как, в принципе, процедура работы в данном направлении, она была отработана не одним годом уже, учитывая, что в прошлом году был юбилей целевой подготовки, это на сегодняшний день 26 лет программе целевой подготовки республиканской. Ну а то, что это на законодательном уровне было закреплено, я думаю, это гарантирует права абитуриентов и студентов. Реализация этой программы позволит, во-первых, избежать, самое главное, штрафных санкций для студентов, поскольку бремя со студентов снимается, выплаты каких-то штрафных неустоек, платежей каких-то. Поэтому то, что затрачено на обучение студента в случае его отчисления, он, конечно, возмещает, но более никаких выплат не предусмотрено. Поэтому я считаю, что проработка на законодательном уровне, она дополнительно гарантирует студентам, ну, наверное, дает какую-то уверенность, собственно, в завтрашнем дне. Ну и 26 лет все-таки это действительно очень неплохая практика. Поэтому я думаю, что плюсы однозначно есть. Минусов я не вижу. А поправки в закон также предполагают активное взаимодействие работодателей с вузами. В частности, работодатели получают право вносить корректные предложения. По вашему опыту работы, насколько сейчас работодатели заинтересованы в процессе подготовки кадров? Ну, актуальность этой нормы достаточно велика, поскольку кому, как не работодателю, определять требования к, собственно, кандидату на должность, на замещение должности. И если в процессе подготовки какие-то, может быть, дополнительные требования работодатель формулирует, это же просто повышает ответственность и самого кандидата. То есть он уже в процессе обучения стремится освоить те навыки, те компетенции, которые нужны работодателю. Поэтому я думаю, что это все правильно. Заказчик основной, республиканский работодатель, он и формулирует требования. Поэтому все для обеспечения нужд работодателя. В эти дни в нашем городе проходят предметные олимпиады для школьников, на которые посмотреть приехали представители центральных вузов. Дают ли победителям олимпиад какие-то преимущества при поступлении в центральные вузы и как ими можно воспользоваться? Да, дополнительно Министерство образования республиканское гарантирует дополнительные баллы, то есть до 10 баллов, если абитуриент очень хорошо себя проявляет на испытании в рамках Олимпиады, то это дополнительные баллы к уже сданным экзаменам ЕГЭ. И, безусловно, это дополнительные гарантии для поступления. Но республика здесь уже, конечно, подключается и дает дополнительные льготы. Финансирование в период обучения, это и проезд к месту обучения, обратно. Ну, все льготы известны, но по баллам это дополнительные баллы к ЕГЭ. Да. А в каких учебных заведениях Екатеринбурга есть целевые места для якутян? Ну вот, если говорить про целевые места, то наиболее востребованы здесь, наверное, 3-4 вуза я могу назвать. Это Уральский федеральный университет имени первого президента Бориса Николаевича Ельцина. Он был образован путем слияния двух вузов крупнейших Уральского региона. Это Уральский государственный университет и Уральский политехнический институт, ну то есть ныне это УрФУ. Численность студентов, к сведению, составляет больше 50 тысяч студентов, одновременно обучающихся на сегодняшний день в вузе. Это лесотехнический университет,
и Уральская государственная юридическая академия, ранее, ныне университет. То есть вот основные направления таковы. К слову, у нас больше 10 крупнейших вузов в столице Уральского региона, то есть 14 можно назвать. Но вот целевые места в основном это вот 3 вуза названных. А вот по каким именно специальностям можно получить обучение, участвуя в целевой программе обучения? Если говорить про Уральский государственный университет, это, собственно, одно направление юриспруденция, маркшейдерское дело, лесное дело, если посмотреть про вузы параллельно, где проходит обучение. А какие условия обучения, проживания предоставляются для приезжих студентов? Ну, безусловно, республика здесь гарантирует комфортные условия, поэтому договоренность есть со стороны министерства по предоставлению мест в общежитии. Это дополнительные, как я уже называл, льготы, это компенсация проезда, средств, которые затрачены на проезд, это дополнительные стипендии, ну, собственно, проживание, выплата пособий, стипендий, материальной помощи, все здесь предусмотрено. Ну и общежитие. Безусловно, конечно. Все, то есть как. Уральский университет, который вы представляете, ну, можно назвать легендарным флагманом юридического образования в нашей стране. Очень многие известные люди там получали свое образование. На слуху Юрий Скуратов, Юрий Чайка. Очень много юристов из нашей республики получали там образование. Как удается сохранить такую высокую планку в век, 21 век, все-таки информационный век, век цифровых технологий? Насколько сейчас вообще престижно юридическое образование и какой конкурс на поступление? Ну, много разговоров по поводу, собственно, необходимости и заинтересованности в этой профессии. Но я хотел бы обратить внимание, что действующий президент Российской Федерации, кроме того, фамилия Медведев тоже связана с юриспруденцией. Я думаю, что это определенный показатель успешности наших выпускников, наших, собственно, представителей нашей профессии. Генеральный прокурор, советник по правовым вопросам президента Вениамин Федорович Яковлев. Это все наши выпускники. Поэтому такую планку, конечно, держать достаточно сложно, но в век цифровизации мы предусматриваем возможности и дистанционного обучения. Это и электронная образовательная среда, поэтому достаточно широкий спектр услуг, и в том числе возможность удаленного получения знаний обеспечивает, наверное, вот такую достаточно серьезную конкуренцию на рынке. А какие возможности и перспективы есть для студентов вашего вуза? Какие задачи стоят перед вузом по интеграции в европейское мировое обязательное пространство? Очень широкий здесь круг связи юридического университета Уральского государственного. Это ведущие вузы, наверное, многих, я даже здесь не буду перечислять стран, и европейские государства, это и азиатские, собственно, вузы. Это обмен опытом не только студентов, но и профессорско-преподавательского состава. Это лекции, которые читаются представителями иностранных вузов у нас в юридическом университете для слушателей, но не только магистерских направлений, но и бакалавриата. Это и командировки преподавателей, соответственно, юридического университета, обмен опытом, интеграция, ну, по полной программе, я могу сказать. Максим Михайлович, спасибо. Я напомню, гостем сегодняшней программы был Максим Матвеев, заместитель директора Института государственного и международного права Уральского государственного юридического университета, куратор обучающихся в рамках целевой подготовки в Екатеринбурге. И говорили мы о целевом обучении студентов. Оставайтесь на нашем телеканале.